Эмоциям. Пятая колонна – это метафора, которая сейчас обозначает врагов. Хотя на самом деле мне очень не нравится это положение, не нравится такая позиция. Ну, что ж поделать-то? У нас не Майдан, у нас вечер, гражданское собрание, где горожане будут обсуждать, как им жить в этом А может, городе. это те, кто за маской оппозиционера пытается спрятать банальное мошенничество и воровство, чтобы в случае чего кричать «я не мошенник, я политический». Кто эти люди и чего они добиваются? Игорь Аверкиев. Многие годы он официально получал деньги различных иностранных фондов и даже не пытался скрывать источники своего финансирования. Господин Аверкиев, для чего американцы тратят свои деньги на общественников в чужой и далекой стране? Для того, чтобы формировать пятую колонну, чтобы устроить российский Майдан, чтобы развалить Россию. А что делаешь ты, господин Аверкиев? Охотно выполняешь поручения, действуешь по американским методичкам, отчитываешься и получаешь деньги? В 2007 году Аверкиев опубликовал статью, в которой назвал президента России Гитлером. В этом году на своей странице в Facebook Аверкиев пишет: «Любить Путина значит не верить в себя и свою страну». Аверкиев, если предположить, что ты любишь свою страну, в кого веришь ты? В деньги американского Госдепартамента? Ты веришь в тех людей, кто развалил Украину? А вот еще одна цитата Аверкиева. «Россия может только продаваться и перепродаваться. Я бы предпочел быть экономически и политически привязанным к Европе». Аверкиев, ты даже не стесняешься того, что не веришь в Россию, в страну, в которой ты живешь. Не это ли называется предательством и продажностью? После этого тебе не стыдно ходить по улицам Перми, по улицам российского города? Какую цель ты преследуешь, проводя эти митинги? Хочешь свергнуть государственную власть? Хочешь устроить оранжевый переворот? Хочешь выслужиться перед зарубежными спонсорами? Тебе напомнить, как ты открыто предлагал растащить нашу страну на кусочки и начать с отделения Кавказа? Тебе напомнить, как год назад ты пытался провести Пермский Майдан? А кто стоит плечом к плечу с этим профессиональным революционером? Что привело сюда остальных? Может, те, кто зовут себя оппозиционерами, обманывают даже своих единомышленников? Дамы и господа, задайтесь вопросом, на что живут эти граждане? Ведь у некоторых из них даже нет работы. Профессиональный безработный Михаил Касимов, еще один вечный оппозиционер. Касимову уже 53 года, а трудовой стаж составляет всего 7 лет. Вместо работы Касимов выбрал политиканство, протестные акции и крики с трибун. Касимов даже не закончил институт, отчислили. С тех пор назвался общественником и борцом с властью. Господин Касимов, это не ты, как профессиональный альфонс, многие годы живешь за счет своей жены. Может попробовать хотя бы в 53 года устроиться на работу. Наверное, не все знают, что политическая активность в свое время сделала Касимова депутатом городской думы. Но вскоре Касимов стал не просто оппозиционером, а еще и уголовником. Он избил пожилую женщину, ветерана труда, которая просто задала Касимову вопрос. Касимов был осужден за нанесение побоев. Его с треском лишили депутатского мандата. Но это не ослабило тягу к политике, к оппозиции. И вот он сегодня здесь. Что, уважающие себя люди пойдут за таким поводырем? Не противно?
Разве это не смешно, когда преступник и профессиональный бездельник начинают рассуждать о том, кто как работает? Что же вы творите, господа оппозиционеры? Хотите ли вы диалога? Готовы ли предложить идеи и решения? Или способны только кричать и поливать грязью других? В России, в Перми, Майдан не пройдет. Мы так долго всей страной шли к стабильности и благополучию, и сейчас не позволим вновь развалить великое государство. А опыт разрушений у некоторых из сегодняшних оппозиционных лидеров огромен. Еще один герой так называемой оппозиции – Константин Окунев. Господин Окунев, не тебе ли принадлежат магазины Добрыни? Не твой ли это бизнес, который сегодня уверенно катится к банкротству, а сотни людей могут остаться без работы с невыплаченной зарплатой? За счет чего ты издаешь свои книжки и организуешь митинги? За эти деньги? Окунев, что сделала сеть Добрыня, когда пермяки ощутили на себе мировой экономический спад? Магазины Добрыня подняли цены. А когда бизнес пошел ко дну, в Добрыне сократили более 500 работников, выкинули людей на улицу, оставили без средств к существованию целые семьи. Господин